Предлагаем вашему вниманию видеодайджест Академии наук Республики Саха-Якутия. 10 апреля в Горном Улусе завершилась торжественным закрытием декада, посвященная памяти значимой личности в истории новой республики Василию Васильевичу Филиппову. Мероприятие прошло в центре досуга имени Егорова, села Бердигистях, на котором выступили и поздравили учеников и учителей глава Улуса Никита Викторович Андреев, действительный член Академии наук, профессора СФФУ имени Амосова. Масштаб мероприятия раскрылся присутствием многочисленного состава награждаемых школьников, учителей, научных наставников нашей республики, которым были вручены заслуженные награды за победы в прошедших конкурсах. Мероприятия охватили целый спектр интересов, которые в своей жизненной деятельности отразил Василий Васильевич Филиппов. Это и наука, и техническое творчество, и политическая деятельность. Нужно отметить, что и последний день декады прошел насыщенно. Состоялись лектории действительных членов Академии наук Республики Саха-Якутия и модельная интеллектуальная игра «Ил-Тумен», объединившая своих командов учеников города Якутска и Улусов, и встреча с научными учениками Василия Филиппова. Алексеева Елена Егоровна, заместитель директора по научно-методической работе Бердигистяхской улусной гимназии. От имени администрации Бердигистяхской улусной гимназии имени Василия Васильевича Филиппова выражаем большую благодарность лекторам, академикам и ученым из Академии наук Республики Саха-Якутия. Сегодня у нас проходят очень интересные лекции и беседы на разные темы. На медицинские, общественные, философские темы и технические науки. Всего у нас присутствуют школьники из Бердигистяхской улусной гимназии, Бердигистяхской общеобразовательной школы имени Семена Петровича Данилова и Афанасия Николаевича Осипова. Ребятам очень понравились лекции ведущих ученых, академиков из Академии наук. И ребята задали очень много вопросов, в том числе и про профориентационные темы, куда поступить, в чем значимость профессии инженеров, медиков и так далее. Вы будущие ребята. Организации школьной. В каждой школе есть исторические музеи. Меня зовут Захарова Виктория, я ученица 9 класса 16 школы в городе Якутска, и я являюсь также председателем модельного движения при Республиканском ресурсном центре юные якутяне, занимаюсь модельным движением школьников. И вот сегодня мы приехали в Бердигистях, в администрацию, чтобы провести модель Ил-Тумен. Эта игра формирует коммуникабельность с людьми, умение договариваться, переговоры вести, дипломатия. Это, мне кажется, самое лучшее, что придумали люди, и это, мне кажется, путь к миру. Умение думать критически, то есть у нас идут дебаты. Лидерские качества всегда развиваются, потому что тогда вы ведете с собой людей, говорите, то, что вот мое предложение это самое, то и должно прийти к нам. Метапатриотические мероприятия и уроки в дошкольном образовании и внести предложение федеральной государственной общеобразовательной станции, что поможет с раннего возраста воспитывать правильные патриотические чувства. Лидеров Филипповской декады. 10 дней по всей республике проведены разные мероприятия, посвященные выдающемуся сыну Якутии Василию Васильевичу Филиппову. Первая фирменная многопрофильная олимпиада среди учащихся 7 школ первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Якимовича Николаева. Классные часы о жизни и деятельности Василия Васильевича Филиппова. Конкурс юных изобретателей «Юный новатор», выставка инженерных работ, научно-практическая конференция «Филипповские чтения».
ehgini Filipovskaya dikada etenge sitihilaktik tübüklemitnen ulus jahaltатын көз бәмапыттан әғбдәлибин көңілі. У него была своя команда, которая продолжает его дело. Хотел бы поблагодарить главу республики Арсения Сергеевича Николаева, который своим указом определил организационный состав и, конечно же, благословил все эти мероприятия. 26-й Олимпиады среди школ первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Якимовича Николаева Бердилистянская улусная гимназия имени Василия Васильевича Филиппова. Спонсорами призов для победителей. Это был один из лидеров, который уже вошел в новейшую историю и который всем нам запомнился. Мы счастливы, что с ним мы смогли общаться. В этом году Академии наук, как вы знаете, будет 30 лет. И мы, конечно, выпустим к этому времени книгу, которая посвящена Василию Васильевичу Филиппову. И близкие люди, те, кто с ним работал, они напишут свои воспоминания. Вот в республике у нас есть уникальная такая вещь, которую не объяснила еще наука. Например, есть село Ломтука, откуда вышел, вы знаете, Владимир Петрович Нарионов и Аркадий Алексеев, ряд выдающихся деятелей, всем известных. Есть Татинский улус, это тоже мекка интеллигенции республики Якутии, Саха-Якутия. И есть Кюкяйский, например, наслед, откуда тоже вышли несколько академиков. Кривошапкин, Егоров, Акимов, сенатор. И есть Мытах горного улуса, откуда тоже вышли братья Даниловы, откуда вышел известный в России и за рубежом художник Афанасий Осипов. И вышел у нас Василий Васильевич Филиппов. Никита Викторович, Марфа Семеновна, коллеги, гости, участники этого большого мероприятия. Василий Васильевич был человеком огромного масштаба. И только мы сейчас начинаем понимать его ценность, его опыта колоссального, его мудрость, интеллект, нравственный устой и безупречный профессионализм. Коллективу Бердикестянской улусной гимназии имени Филиппова от отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления Российской академией наук, в котором с 1997 года прошлого века членом являлся наш Василий Васильевич Филиппов. Они выражают уверенность, что ученики и будущие выпускники гимназии станут настоящими патриотами и достойными продолжателями дела и учения Филиппова Василия Васильевича. Мы выражаем глубокую благодарность родным Василия Васильевича Филиппова. Мероприятие мы должны проводить на региональном и, если получится, на российском уровне. Чьими усилиями куются победы. Это начало формирования научных школ. Поэтому разрешите от нас, от семьи, вручить специальные призы. 10 дней были очень насыщенными, содержательными, да. Около 400 детей написали в единый день филипповский диктант. То есть... Если бы этих учеников не было бы и строительного комплекса Республики Саха, по большому счету. Я вспоминаю тех выпускников, вот, это были, скажем, хотя бы практически республиканского уровня, были 90-е годы строители, да? Александр Адольфович Беш, домостроительный комбинат, Иван Иванович Полушкин, Стройком, и так далее, Романов Александр, и так далее, да? Очень молодой ректор.
И ректор, я всегда говорю, ректор, который имел огромные связи. Он мог в любое время суток позвонить министру науки и высшего образования. Очень любил своих земляков. Я, наверное, руководителей не помню, да, который бы так горячо поддерживал горный район. Хочу Марфу Семеновну поблагодарить. Вот Марфа Семеновна – это величайшая женщина. Это работящий был страшный человек. И Марфа Семеновна по воскресеньям в субботу приносила нам это суп. Суп приносила на кафедру. Представляете? Вот только вот руководитель, который приходил в 7 часов утра. Уходил, ну, раньше 8, наверное, никогда не ходил. Ни суббота-воскресенье. Абсолютно. Ни суббота-воскресенье. С 30 утра командир с Москвы посчитал, 8 часов был на работе. Это было требование Василия Васильевича. Мы с Варварой Васильевной в этом году провели вторую межрегиональную ролевую игру моделирования заседаний Государственной Думы 2023. Здесь была проведена такая масштабная декада, состоящая из массы мероприятий. Для вас открыт весь мир, но я бы хотел вас призвать к тому, чтобы мир открывался через Северо-Восточный федеральный университет. Он не любил санаторий, дома отдыха. Он лучший все свободное время объехал весь горный улус. У него в каждом населенном пункте были свои аксакалы. Как он говорил, этот философы, которые его очень ждали, и он ждал встречи и готовился. О присвоении гимназии имя Василия Васильевича мне так отрадно, что имя присвоили. Это, мне кажется, самая такая благодарность. Для оснащения вашей научной лаборатории, которая носит имя нашего отца. Сертификат на сумму 300 тысяч рублей. Высшее образование Василия Васильевича Филиппова навсегда останется в памяти народа и истории. Его жизнь и деятельность – пример для подражания и образец служения своему народу и стране. На этом декада, посвященная Василию Васильевичу Филиппову, объявляется закрытой. Раз, два, три.